Хочется сказки, славной судьбы героя, чтобы искрилось сердце, разум воспламеня. Хочется жизни, нерва поэта-изгоя, но чтобы отпели в церкви, простив мне убийство себя. Хочется верить в женщин и в жизнь после смерти, только мешает опыт поверить и тем, и в то состарюсь. Во всем раскаюсь, только б отпели в церкви, только бы все, что создал, не превратилось в ничто. Добрый вечер, дорогие друзья! Этими строчками стихотворения Николая Николаевича Попова мы сегодня открываем наш вечер, посвященный его памяти. Да, нужно аплодировать, дорогие друзья. Давайте мы сегодня о хорошем человеке будем вспоминать тепло, хорошо и горячо. Мы здесь, потому что сегодня нас объединил один человек, имя которого навсегда связано с творческой литературной историей города Усинск и Республики Коми. Николай Николаевич Попов. Слишком официально, да? На самом деле для многих из нас, в том числе собравшихся здесь, он был просто Колей, Колясей, Коляном, Николенькой, другом, братом, отцом, любимым мужем, наставником, писателем, издателем, певцом, чтецом, актером, общественным деятелем, солдатом. Много всего, но везде успевал, потому что для себя умел обходиться малым. И для счастья ему тоже было надо совсем немного. Вот что он написал в апреле месяце этого года. Счастье быть здоровым, и когда рядом есть инструменты для любимого занятия. В моем случае это богатое воображение, творческое восприятие окружающего мира, ручка, бумага. Сейчас чаще всего нужна лопата, топор и АК-74М. Делай любое дело самоотдачей, желанием и воодушевлением, и самая тяжелая работа станет приносить удовольствие. Недавно строил землянку-блиндаж под дождем. До темна успели сделать подобие крыши. Постелил на землю пару досок, вскипятил кружку кофе, залез в спальный мешок и подумал: я здоров, у меня есть еда и импровизированная крыша над головой. Есть дело, которое я умею делать и которое надо делать в этой ситуации. Рядом близкие друзья, дети взрослые, жена дома. И уснул счастливым. Так он написал, когда находился в зоне специальной военной операции. Там же Коля написал свои последние стихотворения, одно из которых мы сейчас и услышим в его исполнении. Алексею Жукову читает Николай Попов. Он сказал один раз: служба – дело мое, я возьмусь за нее и справлюсь. Сквозь мои баррикады никак не пройдет подлость, трусость, предательство, жадность. И он брал эту жизнь на излом, на испуг, гнул как скрипку, то нежно, то крепко. И людей он делил, враг, прохожий и друг. Правду резал в глаза, без запретов. И его позвала в бой казацкая кровь, и без слов этот бой он ворвался. Слева в сердце огонь, дома греет любовь, злость сквозь сжатые зубы и пальцы. Не сломали ветра, грязь и холод земли, и свистящая жуть артобстрелов. Перед строем друзей в украинской степи стал солдат в один час офицером. Все себе доказал, возвратился домой. Только сердце зовет частым пульсом. В украинскую степь, в крепкий строй, в жаркий бой он по зову отчизны вернулся. Вновь сковала броня, каска и автомат. Боевой круг друзей, старых, новых. Служба – дело его. Он мужик и солдат. И всегда будет право фланговое. А сейчас для приветственного слова я приглашаю заместителя министра культуры и архивного дела Вячеслава Васильевича Попова. Добрый вечер, уважаемые друзья. Буррыт. Разрешите поприветствовать вас на этом вечере от имени Алексея Балмастова, от себя лично, от нашего коллектива. На самом деле,
вот такие вечера, они очень нужны. Очень спасибо вам, спасибо большое Союзу писателей, творческому объединению «Лира», Национальной библиотеке за то, что проводите вот такие вечера. Николай Николаевич – это уникальный человек на самом деле. Мы, может быть, еще не сознаем тот вклад, который он нам оставил. И очень жаль на самом деле, что вот так вот скоропостижно бралась его жизнь, и что он мог еще нам принести, много чего. Но то, что он сделал, это уже та история, которую мы обязаны хранить, обязаны издавать, обязаны публиковать, обязаны передавать из уст в уста. Большая благодарность родителям Николая Николаевича, большая благодарность родственникам, сыновьям, которые здесь находятся, за то, что ваш отец – это на самом деле герой. И те люди, которые там находятся, на передовой, и среди них тоже много моих друзей, на самом деле они герои, все, без исключения. И те, кто не вернулся, и не вернулся уже, они уже здесь с нами и смотрят на нас с неба. На самом деле вот эта память, она должна всегда оставаться. Мы должны беречь. А вот действительно творческие люди, они очень необычные, интересные. Николай Николаевич – это действительно герой. Давайте помнить, беречь вот эту память, сохранять, ну и вспоминать те светлые моменты, которые, возможно, связаны с каждым из вас. Приезжая в город Усинск, теперь для меня лично, когда я буду выходить из самолета или из поезда, то я буду сразу же вспоминать Николая Николаевича, то, что земля Усинска такого героя дала. Спасибо большое Николаю Николаевичу. Давайте хранить память. И, а наш долг, Министерство культуры, всех нас, делать все, чтобы вот его история, его стихи, его слова звучали. Спасибо большое вам, всем вам, родственникам, друзьям. Давайте хранить и беречь ту память, которую оставил Николай Николаевич. Слава Бурсу! Спасибо, Вячеслав Васильевич, за теплые слова. А я приглашаю ко мне председателя правления Союза писателей Республики Коми, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Республики Коми Андрея Гелича Попова. Добрый день всем. Я думаю, что, конечно, вот это как бы память тяжелая сегодня еще, потому что прошло еще немного времени, как мы осознали, что нет с нами Николая. Но все-таки как бы мы очень надеемся, что эта память останется не только на сегодня, не только на этот вечер. Вот, возможно, там какие-то будут в Усинске, что-то. Вот я знаю, что вот у Бориса Лукина погиб сын, например, Иван Лукин, именем его названа улица сейчас в Подмосковье. Может, что-то такое подобное произойдет и в Усинске. А вообще, конечно, помните хрестоматийное «Выдай оружие смелым», и в первую очередь мне. Вот это вот и Николай сделал этот шаг. Он взял это оружие, потому что был смелым человеком, решительным, и пошел туда, куда его послала как бы Родина. Я думаю, что вот то, что сейчас происходит, оно как-то вообще переформатирует наши ценности. Вот мы еще, может, этого не замечаем, но наши вот и литературные ценности, и моральные ценности многие переформатируют. То, что казалось вчера, те люди, которые казались раньше там цветом культуры, сегодня оказываются там предателями или еще какими-то неизвестными людьми. И знаете, я скажу, что вот все многие из нас верующие, Бог есть любовь, и как вот, если мы не можем любить ближних, какая от нас любовь? Если мы не можем любить Родину, то какая же любовь, если мы даже не можем Родину полюбить, и мы в трудный момент ее предаем, если там я про некоторых людей говорю. Вот, как сказано, возвращают юные солдаты преданную Родину мою сегодня. И таким солдатом рядовым Родины был Николай Попов. Вечная и светлая ему память. Спасибо, Андрей Ильич. Знаете, если бы Коля не был писателем, он стал бы издателем. Все время хотел что-то издавать. Не книги, так газету. В 2012 году вместе со своим другом, художником Евгением Габко, и в его же мастерской на обычном принтере был отпечатан первый номер литературной газеты «Морошка». Обычная бумага, формат А4, скрепленная степлером. Но, если можно так сказать, это издание несло людям творчество земляков. И город стал понимать и принимать, что литераторы у нас в Усинске есть.
и их произведения стоят того, чтобы их читать. Стихотворение Николая Попова «Творцы» читает его сын Никита Попов. Что есть жизнь, а что забвение, боль Творца, успех героя и творение, видно, нас переживут. Легкой кистью вдохновения, мир волшебный мыслью строя, отпускаем мы героев на людской и Божий суд. Где корабль сновидений, сон мальчишки, капитана, успокоит смех и ярость женщины на помеле, и возница обогреет полевой цветок в тумане, изумрудный конь растает в бесконечной синей мгле. Интонация актера проникает в нить сюжета, и душа гитары музыкой полна, голос сердца песни вторит, как картине слог поэта, и дрожит на нерве, плачет болью первая струна. Там, где резвый жеребенок мчится пятою дорогой, Иисус, людей прощая, дарит слез смиренный блеск, и без страха, и без стона волк жестокий в смерть уходит, и мороз, стекло штрихуя, пишет первый арабеск. И родилось слово раньше у Творца в миг вдохновения. Человек в миру оставит лишь пороки и грехи. Эти люди в зле и фальши пусть уходят в мир забвения и живут Творцом единым вдохновенные стихи. Где в горах паёк голодный и легла шестая рота, там стремится журавлиный клин в рябиновую даль, и мелодия простора, песнь дудука будет горы, и солдат в плену услышит своей матери печаль. Что есть жизнь, а что забвение? Страсть Творца, успех героя, и творение, видно, нас переживут. Легкой кистью вдохновения, мир волшебный мыслью строя, отпускаем мы героев на людской и Божий суд. Спасибо, Никита. Через несколько лет, в ноябре 2014 года, Усинское управление культуры вышло на наше литературное объединение с предложением перевести «Морошку» в газетный формат. В феврале 2015 года в свет вышел 4-полосный пилотный номер газеты, отпечатанный в количестве 300 экземпляров. Являясь главным редактором, Николай поставил несколько условий. Во-первых, никакой рекламы в газете, распространение ее только бесплатное, в редакции принимают участие члены литературного объединения и обязательное фото каждого автора. Сначала публиковались усинские авторы, позже начали публиковаться наши все республиканские авторы. Вот многие здесь присутствующие подтвердят, что они публиковались на страницах нашей «Морошки», и это было очень отрадно. Еще одним условием было вступительное слово главного редактора на первой полосе каждого номера. Емкие, короткие прозаические зарисовки, написанные односложными предложениями, всегда вызывали ответные чувства у читателей. И часто эти зарисовки были посвящены Усинску и его людям, потому что Николай любил свой город и гордился им, любил своих друзей и посвящал им стихи.
Стихотворение Николая Попова, посвященное его другу, погибшему в Чеченской Республике Алексею Логинову, читает студент отделения актерского искусства колледжа искусств Республики Коми Артем Вишняков. На войне все герои, и никто не герой. Пуля рвет нашу плоть, наплевав на заслуги. Ты солдат или маршал? Это бой, просто бой. И уходим мы к Господу в верные руки. И в чертогах, где вечностью меряют век, ты послушай, мой брат, от меня покаяние. Ты солдат, не проживший 2 дюжины лет, не успевший познать мира грешные тайны. Не успел досказать, не успел докурить. Смертью вытянул все из последней затяжки. И остался один, чтоб писать, чтобы жить, чтоб сказать о живых и за родину павших. Я стоял перед мамой твоей у двери, не сумев и спросить за погибель прощения. А она уж с тобой. Из молитв и любви она ткет светлый миг твоего возвращения. Ты вернешься сюда, сделав вечности круг, наши пальцы сомкнутся в рукопожатие. Ты простишь меня, Леша, простишь меня, друг, и у наших молитв слов для Господа хватит. Спасибо, Артем. Вы знаете, помню, как Оля распирала от удовольствия и гордости, когда в октябре 2015 года в Сыктывкарском центре культурных инициатив «Югор» с большим успехом состоялась презентация нашей газеты. Ну еще бы. На тот момент, да и последующие годы, «Морошка» являлась единственной литературной газетой в Республике Коми, полностью посвященной литературе. Он всегда хотел знать больше об издательском деле, собирался после службы тесно сотрудничать с журналом «Арт», чтобы, как он говорит, узнать какие-нибудь секретики. Не случилось. Зато в сентябре этого года вышел номер этого замечательного журнала, в котором впервые опубликованы сказки Николая Попова. И сюда ко мне для приветственного слова я приглашаю руководителя этого замечательного журнала Татьяну Логинову. Добрый вечер. Я, к сожалению, не была знакома с Николаем. Я с ним познакомилась уже после его смерти, благодаря статье «Воспоминания Натальи Стикиной», опубликовали в 3-м номере. Здесь же, вот как и Наталья сказала, вышли сказки его. Мы с ним были одногодки, ровесники. Наше детство выпало на... Мы родились в СССР, и юность наша выпала на 90-е годы. И я вот сейчас так думаю, что он не мог поступить иначе. Если Родина в беде, то надо ее защищать. За короткую жизнь он сделал очень много хорошего. Очень жаль, что его нет с нами. И вот сегодня на вечере присутствуют его сыновья, Артема нет, но хотелось бы вручить Егору и Никите журнал «Арт». Пожалуйста. Да. Вечная слава всем погибшим героям, вечная память Николаю Попову. И, пользуясь случаем, хотела благодарить Наташу Стикину, потому что она взялась организовать, написала сценарий и идущая этого вечера. Большое спасибо Национальной библиотеке, нашему другу Арта и Союзу писателей. Спасибо большое, Татьяна. На вопрос: «Коля, зачем тебе еще и актерствовать?» всегда отвечал: люблю сцену. 8 ролей в театре-студии «Дилижанс» при Устинском дворце культуры под руководством Натальи Мамонтовой.
Поскольку Наталья Мамонтова не смогла, к сожалению, сегодня приехать, я расскажу историю, как Коля меня во все это втравил. С его помощью я тоже отыграла несколько спектаклей, причем первый спектакль, он был 3-часовым. Назывался он «Когда деревья умирают стоя», но началось все с того, что когда был год культуры, мы ездили в Печору. Нас пригласил тогда руководитель управления культуры, мы с ними плотно сотрудничали, и нас награждали по итогам прошедшего года. Нас ездила довольно большая компания, но один человек у нас остался без билета. Ну, мы думаем, ехать от Печоры до Усинска всего ничего, 4 часа. Как-нибудь посадим, может, билет появится там на вокзале. Все, поехали, как-нибудь, сделаем. Приехали, мы все загрузились, а человека, у которого нет билета, ее просто не пускают в поезд. Говорят, как мы вас посадим? Как-нибудь, давайте мы вам деньги заплатим, еще как, зайцем там. Вот. Никак, уже до отправления оставалось 2 минуты, но никак не уговорить было проводника, уже начальник поезда подходил, отказал нам. И тогда я вошла в роль. Я не знаю, откуда у меня тогда взялись слезы. Я тогда с таким трепетом попросила, говорю, пожалуйста, посадите, ее ждут маленькие дети, ей нельзя здесь задерживаться. В общем, выглядело такое на этого бедного проводника, что он такой, ладно, заходите, только тихо. С нас даже денег тогда не взяли. И Коля сказал, все, на следующий спектакль ты идешь к нам в актерки, он сказал. Никогда не думала, что можно выучить текст, но Коля мне во всем помогал. Помогал в читках, помогал в репетициях. И это было настолько здорово чувствовать крепкое плечо, мужское, да еще, которое понимает, что он говорит, понимает, о чем он говорит, и как возможно вообще научить человека, который никогда не занимался актерством. Но 3 спектакля у нас 3-часовые, без антракта, прошли на бис все 3 раза. Поэтому моя огромная благодарность, с удовольствием вспоминаю это время. И Коля-то сам любил актерствовать. Согласитесь, да, те, кто усинские присутствуют. И хорошо его очень актерство проявлялось в том, когда он сам читал свои произведения. Мы все, наверное, помним, как он дебютировал в Сыктывкаре со своей мини-поэмой, да, я ее так назову, которая называется «Волк». Андрей Гельевич, подтвердите, да? И сейчас это произведение мы услышим в исполнении его сына Никиты Попова. Я волк, сейчас вожак. Я обхожу облавы и стаю на охоту вывожу. Мои волки минуют все капканы, нас не достать ни пуля, ни ножу. Налет наш быстр, стремительно расправа. Покорны овцы, чуют волчий дух. В короткий срок мы вырезаем стадо, пока читает Отче наш пастух. Я чувствую людей, они меня взрастили, щенком меня у логова нашли. Мать кинулась, в прыжке ее убили, а вот меня с собой унесли. Людей учила мудрость вековая, что волка, мол, корми хоть не корми. Меня тянула воля, чаще стая, они ж меня держали на цепи. Я на луну не выл, скрипел клыками ночью, и миска с псом цепным была на 2 одна. Живя среди людей, познал законы волчьи. Нет мира на земле, кругом всегда война. Убей, или будешь ты убит, а в смерти есть свой выбор. В ней можно заскулить, лизнуть у ней сапог, а можно, изогнув пружиной мощной спину, вцепиться в глотку ей и рвать когтями бок. Я повзрослел, окреп, и позвала порода. Рванулся к воле я, рвя спаянную цепь. О, этот сладкий миг, желанная свобода, как мог неволю я постылую терпеть.
В снегу катался я, рычал и наслаждался, навеки сбросив прочь себя охранника на лед. Я разорвал в клочки напуганного зайца, и выл я на луну 2 ночи напролет. Один всегда умрет, я точно это знаю. Давно так повелось меж тварей на земле. Средь снега, тьмы и льда мечтал найти я стаю, чтоб править свой закон, всех подчинив себе. Волки живут в глуши, где вьюга воет звонко, где лая нет собак, и голод вечный брат. И вот я среди них. Признали все волчонка, что люди унесли лишь 3 зимы назад. Вожак ступил наш круг, матерый, злой и хищный, но стаю через злость он к голоду ведет. Сощурил желтый глаз, оскал состроил хищный. Такой власть не отдаст, такой за власть умрет. 2 серых молнии слились в тот час друг в друге. Люблю я кровь врага и жилу жизни рвать. Взъерошились волки, застыв неровным кругом. Того, гляди, гурьбой меня решатся взять. Но вот его хребет уже сумел сломать я. Отбросив жаркий труп, других зову на бой. Но кинулись ко мне на помощь мои братья. Оскалили клыки и встали за спиной. Мы общей стаей страх делили и дробили. Своя-то шкура лучше, теплее и родней. Мы их сломали, покорили, подчинили, внушили им, что выше над ними нет властей. Вот сани едут сквозь тайгу. Возница смотрит зорко, взведен курок ружья, коня парят бока, но все же проморгал прыжок смертельный волка и повалился вниз уже без кадыка. И конь от страха захрипел, понесся по долине лавиной серой стая. Гони его, Аду, достань его, подрежь, ведь волка кормят ноги. И мчусь я впереди, уже готов к прыжку. Я прыгнул и вцепился клыками точно в гриву, когтями по глазам, и конь упал на бок. И стая в тот же миг его гурьбой добила и в сторону, чтобы я мог первым взять кусок. Нас зря прозвали люди-санитары. Мы мясники для тех, кто всех глупее, жирней. И пусть теперь их мучают кошмары, я снова стаю увожу во облаву на людей. Был мой хозяин глуп, да жаден и труслив. По нем судил я все людское стадо. Но время дарит мудрость. Я мнение сменил и стаи наказал. Людей бояться надо. А было так. Втроем 2 дня тропой голодной рыщем. Пугливо дичь бывает, так и зайца не возьмешь. А тут лесник, да без ружья. О, как легка добыча! Не страшно, что, увидев нас, схватился он за нож. Напали с 3 сторон, а он, встречая смерть ударом, смог увернуться от 2, а 3-го убил. Его движения точны, он сил не тратит даром. 2-му брату моему под брюхо нож вонзил. Я отступил, смотрю в глаза, но в них не вижу страха. Я видел в них победный рев, азарт, желанный бой. Он сильный зверь, но все же враг, и ждет его расплата. И вновь прыжок. Он застонал, валясь на снег со мной. И сквозь кровавый, страшный мрак я сжал клыки на глотке, и в тот же миг железо мне порвало все внутри. Так умер смелый человек, как умирают волки. Так должен каждый жизнь прожить, чтоб лишь в бою уйти. А я вот жив. Волчица мне вся залезала раны, и снова бился я за власть, и снова враг мой пал, и вновь живу вдали облав, минуя все капканы, но сам себя боюсь. Я в свой капкан загнал. Коварен мой капкан и пуст, и в нем я изнываю, как там у дома изнывал, цепочкою звеня. Вот как-то думал я всю жизнь, веду тропою стаю, а нынче как-то посмотрел, ведь нет, ведут меня, ведут на первые прыжки, на пули, на удары, и норовят цепиться в бок. Вожак, мол, не зевать, еще силен и быстр и смел.
но скоро стану старым, и жизни волчью своей придется власть отдать. За все удачи и грехи всегда одна расплата. Я видел, как в последний бой уходят старики, а там у логова за кость подрались волчата, впервой на брате испытав некрепкие клыки. Спасибо, Никита. В 1994 году во время прохождения срочной службы в рядах российской армии Николай Попов выполнял конституционный долг на территории Чеченской Республики. За то, что вывел свое отделение из окружения, был награжден медалью за отвагу. Стихотворение Николая Попова «Русский солдат» читает студент отделения актерского искусства колледжа искусств Республики Коми Станислав Политов. Твое звание – русский солдат. И неважно, какого войною ты крещен, но как мы автомат чистил ты в тишине после боя. Твое звание – русский солдат. Мы с тобой поднимались в атаку, и с тобой, как награду наград, обмывали медаль за отвагу. Твое звание – русский солдат. Выпьешь молча, не чокаясь, стоя. Поименно ты помнишь ребят, рюмку водки ты хлебом накроешь. Твое звание — русский солдат. На допросы молчишь безответно, и свой болью наполненный взгляд скроешь ты, как в кулак, сигарету. Спасибо, Станислав. Позже, после армии, Николай вступил в Усинское отделение Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн, Коми республиканского отделения города Усинска, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Занимался общественной работой по патриотическому воспитанию молодежи, проводя уроки мужества в школах города и района. Являясь ветераном боевых действий, он часто рассказывал на творческих мероприятиях, что такое быть солдатом. Помогал детям понять, что значит любить Родину. Стихотворение «Орден Красной Звезды» читает Николай Попов. Поднимался рассветный туман, застелил городок серой ватой, на скамейке курил капитан, схоронивший отца и солдата. Рваный шрам побелел на щеке, губы сжались гримасой упрямой, орден Красной Звезды в кулаке и такой же на кителе справа. Этот орден отец не носил, боевых у него 3 медали за отвагу, за взятый Берлин и за освобождение Праги. В 43-м под Курском комбат, чьи-то сились от раны подняться, взял отца за грудки лейтенант, до последнего надо держаться. Рвали танки передний заслон, озверели от крови в атаке, но держал муж брони батальон и с гранатами падал под траки. Выжил только отец, лейтенант. Орден дали ему в медсамбате, но в застиранных серых бинтах вспоминал он о каждом солдате. Когда пламенем красным Афган нам обрубил границы с востока, он достал ту звезду и сказал: каждый лучик, сынок, это рота. Потому ты солдат береги, матершинных и злых и уставших, как родного бойца полюби. Не оружием воюют, а кашей. Сын прошел много войн, много стран, долг солдата отдал до конца. 50 до сих пор капитан, потому что послушал отца. Языком улетал в высоту, орден сжал капитан с новой силой. Лучик солнца упал на звезду, что горит над отцовской могилой. Коля отправился в зону специальной военной операции добровольцем 8 октября 2022 года, где с доблестью и честью выполнял свой воинский долг. Одни идут, все вроде как обычно,
но голос твой, далекий и родной, влетит ко мне взъерошенную птицей. Привет, я говорю с тобой войной. Войной, где жизнь привычная ничтожна, моей войной, где Бог не подведет. Я говорю, пока еще возможно, пока еще сирены ждут прилет. Молись за нас, кто верит в святость дела, за всех за нас, и мертвых, и живых, за всех детей, что ангелами с неба глядят на землю в тучах грозовых, чтоб возродилась попранная память за Харьков, за Луганск и за Донецк, за то, что честь победы будет с нами в тот час, когда войне придет конец. Пока мы там, на точке невозврата, за силу, крепость ратного плеча и мужество российского солдата. И за любовь ты помолись сейчас. В честь всех ребят, которые уже не вернутся домой, мне хотелось бы сейчас объявить минуту молчания. Прошу вас встать. Благодарю вас всех. Надеюсь, что все остальные ребята и те, кто уже там, кто еще пойдут, вернутся домой живыми и здоровыми. Тема войны, солдата на войне всегда присутствовала в творчестве Николая. В его рассказах, стихах, в песнях. Песню «Ночные ведьмы». Слова Николая Попова, музыка Геннадия Шатилова, исполняет Оксана Володина. Самолета У-2, но в учебном бою
сейчас заслужили девчонки. Экипаж ночной самолета У-2, песни о доме сейчас заслужили девчонки. Экипаж ночной самолета У-2. Сердцу войны соленый и горький радист, попрощавшись в эфире умолк. Только две сиротливо заправлены койки, потерявшие две жизни, девчоночный полк. Покатилась слеза на вагон гимнастерки, громкий зал завершил командира слова и качнули крылом над могилой девчонки. Экипаж ночной самолета У-2 и качнули крылом над могилой девчонки. Экипаж ночной самолета У-2. Экипаж ночной самолета У-2. Экипаж ночной самолета У-2. Спасибо большое, Оксана. А мы поговорим о том, как Коля работал в ЛИТО. Когда вступил в литературное объединение «Северная лира», говорил, что хорошо, что не один. В сентябре 2012 года Николая выбрали председателем, а я тогда стала его замом. Знаете, столько дел наворотили за те неполные 10 лет, пока Коля был председателем. Мероприятия, которые проводила «Северная лира», были городского, районного, республиканского и даже российского значения. Ездили в другие города, чтобы знакомиться с местными литераторами. Издавалась газета «Морошка», появились традиционные творческие встречи, литературные марафоны в Усинске, в Сыктывкаре, постоянное участие в городских мероприятиях, участие в семинарах Республики Коми для молодых авторов. Один раз даже, Елена Васильевна, помните, что у нас Коля отправил на такой семинар даже священнослужителя, отца Арсения, помните? Да, публикации, еще бы он писал почаще. Публикации в городских, республиканских, российских изданиях, поэтические конкурсы, проводимые ЛИТО, рабочие встречи, еще много-много всего. Коля всегда любил людей действия, терпеть не мог людей около дела. Если кто-то выступал с претензией на работу ЛИТО, говорил: вы сначала сами попробуйте сделать, а потом обсуждать будете. Даже стихотворение написал, которое так и называется «Люди около дела». И сейчас мы его услышим в исполнении младшего сына Николая, Егора Попова. Читает Егор Попов. Крутятся и шныряют люди около дела. Речи всегда значительны, лица всегда умны. Чуть зацепился мизинчиком за дело, чтобы умело и ничего не стесняясь наклеивать ярлыки. И маскируют зависть люди около дела, внимательно и осторожно
примериваясь к плечу. Ты, мол, добился успеха делом, а я умело, шаркнув протектором в спину, и в небо твое взлечу. Ухоженные и нарядные люди около дела, в них принадлежность касте, запах и блеск и цвет, но души пустые, душат дело, коль неумело, настырно и пусть красивенько к творению привязан бред. И все же они полезны, люди около дела. Просыпав песочную сущность, вниз полетит балласт, чтобы летелось легче делу и людям дело, чтобы жила в творениях сила, мечта и страсть. Спасибо, Егор. Коля всегда получал огромное удовольствие от того, когда все получалось. Очень гордился своими писателями. Гордился Женей Аркушиной, когда она придумала и начала проводить творческие тематические вечера под общим названием «Сезоны любви». Гордился Ольгой Безденежной, когда учил ее читать стихи на публику, и у нее все получалось. Гордился Дашей Филитовой, ее литературными успехами. «Смотри, какое чудо мы вырастили», — говорил он. Читала ее последний стих. «Это вам не кошка пахнет батареей». Гордился Женей Лесковской. Ну и что депутат Государственного совета, зато она пишет круто. Восхищался Оксаной Володиной, потому что певица, цитирую, «которой просто необходимо писать прозу». Гордился мной. Гордился знакомством с нашими музыкантами. И много кем еще. Потому что умел находить подход к людям. Внимательно и проницательно он всегда видел, как и с кем он может иметь дело. Стихотворение Николая Попова «Мы идем по земле» читает студентка отделения актерского искусства колледжа искусств Республики Коми Кристина Михайлова. Мы идем по рассветам, идем по земле, по снегам, по пустыням, сквозь бури. И мы знаем, что на родной стороне правда будет, и покой тоже будет. И как прежде озера заполнят ручьи, попадет на крючок старый окунь, и на ужин уха. Звезды светят в ночи, и запахнет печеной картохой. Встретит нож чешуя, и затравит отец в 100-й раз твою старую байку, что хранит нас всех Бог, что поймем, наконец, мы сегодня живем, а не завтра. И нас встретит с рыбалки усталая мать и подаст огурцы с огорода, и закинет на утро все вещи стирать, и святой кинет крест на погоду. Мы уж, если идем, то идем до конца. Наколь полюбили навеки. И мы любим страну, любим мать и отца. Свято чтим мы в себе человека. Спасибо большое, Кристина. А мы продолжаем. Буквально месяц назад наше литературное объединение отметило 15-летний юбилей. Правда, с опозданием на 1 год. Причиной тому стало то, что каждый свой 5-летний юбилей мы отмечаем выходом книги. В прошлом году не получилось, зато смогли в этом. Коля очень ждал это событие, потому что это был первый сборник прозы усинских литераторов. Мы уже издали 4 сборника, но это были сборники поэзии, и 1 сборник у нас был смешанный, где была проза и поэзия. Мы очень верили в то, что ко времени издания сборника Коля уже вернется домой, но не вернулся. Его не стало, когда сборник только ушел в издательство. И все авторы приняли единодушное решение посвятить эту книгу ему. А сейчас я хотела бы вручить несколько экземпляров этого сборника Союзу писателей Республики Коми, Национальной библиотеке Республики Коми и журналу «Арт». Прошу вас.
Отдавая много времени северной лире, Коля не забывал, что он в первую очередь писатель. Если не писал, то читал. Если не читал, то писал. Писал много с упоением, стихи, рассказы, сказки, песни. Выпустил 2 персональных сборника «Зеркальная тень» и «Детство города». Планировал выпустить книгу сказок и музыкальный альбом со своими песнями, одну из которых мы сейчас услышим. Стихи Николая Попова, музыка Марата Уразбаева. «Белый бантик» исполняет Оксана Володина. Спасибо большое, Оксана. Ой, а сколько же было счастья, когда в 2020 году Колю приняли в Союз писателей России. Николай Попов из поста ВКонтакте. Меня до сих пор куражит, сердце стучит аж до боли. Меня приняли в Союз писателей России. Я помню эту дорогу, я помню слова моего любимого писателя Петра Столповского. «Служи ее величеству литературе». И я служу, и буду служить. Хочется, чтобы мой родной город был литературным. У нас так много сочленений в национальном, культурном и в просветительском плане, что грех не использовать это во благо города и республики, во благо нашей страны. Впереди большая работа. Как сказала член Союза писателей России Любовь Терентьева, Союз писателей – это цех. Вошел – работай. Сколько хватит усидчивости, таланта и упрямства, я буду работать. И снова вспоминается дорога, и люди рядом. И я хочу поблагодарить Северину Кубелько за стихотворение «Орден Красной Звезды», Наталью Стикину, Ольгу Логинову, Оксану Дюлич, Елену Ларионову, Ирину Нащекину, Оксану Володину, Петра Столповского, Елену Габову,
покойного Сергея Журавлева, Григория Спичака, мою маму. Она верит в меня, а это немало. Когда мама в тебя верит, это совсем немало. Андрей Попов и Елена Козлова, вам отдельное спасибо. Андрею за то, что он человек дела, а Елене за слова, что надо общаться с хорошими людьми. Эти слова я услышала, и эти люди со мной рядом. Елена Габова, вы – это вы. Спасибо вам за критику, за то, что от ваших слов бывает больно, но вы правы. Вы правы так, как бывает права только мудрая женщина. И я передаю слово члену Союза писателей России, народному писателю Республики Коми Елене Васильевне Габовой. Как здорово, что в библиотеке звучат слова Коли Попова. Ребята, Никита, Егор, спасибо вам, вы очень похожи на папу. Вы здорово читаете его стихи. Ну, я, может быть, неверно помню строки Коли из первой его книжки. Дело в том, что часть наших книг уехала в деревню, и я не смогла проверить себя сейчас. Я прочла там давно, когда он подарил эту книжку Петру, о том, что когда он был в Чечне, может, вы поправите, может быть, это не он не о себе говорил, а просто это его герой, о герое своем литературном. Мне кажется, он говорил о себе. Когда он в Чечне служил, он попал в плен. И вот вызывает его чеченец, значит, боевик, да, и спрашивает, что мне с тобой делать? Может, ты все-таки примешь нашу религию? А Коля носил крест. Нет, этого никогда не будет. Ну, вот этот солдат чеченский задумался, говорит, что мне с тобой делать? Еще раз спросил. Коля ответил, а вы можете меня расстрелять. Ну, иди. Ну, ушел, отпустил он Колю. И через какое-то время, через день или через два, Колю обменяли на... Был обмен пленными, и Коля, значит, пошел к своим, оказался у своих. Я не знаю, это ведь о нем, это он о себе же говорил. Это раз о друге. Вот, это значит про друга. Но все равно это нисколько не умаляет Колю. Он бы поступил точно так же. Он очень хороший писатель. Вот когда он стал присылать, вот вы видите там альманахи «Белый бур», в каждом, сколько, очень много у нас альманахов, будет скоро 20, почти в каждом есть рассказы Николая. И он не писал о войне, он написал о мире. И вот когда он пошел уже, вот сейчас, все-таки на войну, я подумала, что вот он все равно напишет что-то, и тогда мы опубликуем. Но не дождались. И вот он писал о людях, и писал о разных людях, о разных. Я ему уже даже говорила, он даже на меня обижался, что, ну не буду я так подробно говорить, но получалось, что он в каждом рассказе исследует человека. Вот он исследует, это начинает, скажем, человек какой-то, он такой плохой, все такое, ну это уже примитивно. А потом по происшествию, содержание он совсем получается, что он наоборот, совсем даже и неплохой, совсем это очень даже и положительный. Вот, и потом Наташа права, что вот он Морошков создал, что он был душой литературной Усинска. И он мне присылал даже больше не свои работы. Он присылал рассказы Оксаны Володиной, он присылал рассказы Жени Лесковской, Даши Филитовой. То есть он заболел за литературу своего города. Вот у меня были такие
отношения с одним писателем военным. Он не очень, ну как, у меня были не очень хорошие отношения, он был жестким, он был таким, ну, может быть, даже злым по отношению ко мне. И когда мне сказали, что в Усинске есть писатель, который тоже военный, да, после Чечни, я очень испугалась. Потому что думаю, господи, еще один военный, наверное, такой же. И вот мы приглашаем его на семинар. Приглашаем, мы с Петром были руководители, сидит за столом человек в полосатом шарфике. Значит, там вот этот модный шарфик сделан по-модному. Я сразу поняла, что это Коля Попов. И вы знаете, он оказался таким мягким, он такой тактичный. Как-то вот я совершенно изменила мнение свое о писателе военном. Ну, как я писала, уже сказала, что он больше не о войне писал, а о мире. Очень жалко все, что это произошло. И когда мы узнали об этом, ну, не знаю, как это передать, это, конечно, не передать вот это вот. Я, во-первых, подумала, что ну вот, а я ждала рассказа. Честно говоря, вот я вам честно говорю, что я думала, он не пойдет, потому что уже была Чечня. Думаю, ну зачем, ну хватит тебе уже, ну пиши. А он пошел. Спасибо ему, спасибо всем, что вы здесь. Наташа, спасибо тебе. Спасибо, Елена Васильевна, за такие теплые слова. А я приглашаю ко мне студента отделения актерского искусства колледжа искусств Республики Коми Артема Вишнякова, который прочитает стихотворение Николая Попова «Мы прибавим в паспортах годы». Мы прибавим в паспортах годы и узнаем эту жизнь незаочно ради Родины. Во имя свободы нас Господь убережет. Точно. И мы в Бога и в страну верим. Шаг вперед, и встанет строй прочно. И с Россией нынче мы под прицелом, но Господь убережет. Точно. Мы идем туда, где ждут помощь, где не справиться с врагом в одиночку. С этой силой бесовской сложно, но Господь убережет. Точно. Кровью плавятся в церквах свечи, вера в Родину всегда непорочна. Расправляет наша Русь плечи, и Господь ее хранит прочно. Спасибо, Артем. А мы поговорим о том, какой Коля был наставник. Когда в Северной лире появились рабочие встречи, то на них было принято обсуждать произведения участников ЛИТО. Добрые пожелания, горячие споры, отказы в правке, согласие на доработку – это малая толика того, что происходило на этих встречах. Обсуждали и Колины произведения. Правда, он их никогда не правил, честное слово. Ну, или в крайнем случае очень редко. Говорил, что старое ему править не с руки. Но новый будет писать с учетом тех исправлений и тех ошибок, которые он уже сделал. Так и было на самом деле. И год от года его поэзия, его проза становились только лучше. Молодые авторы, которые принимали участие в работе, исправляли все почти беспрекословно, потому что Николай Николаевич авторитет. Многих из нас, писателей и поэтов, Коля научил правильно вести себя на сцене. Помните же, да, говорил о том, что он актер. И как правильно подавать стихи. И я приглашаю сюда ко мне одну из его учениц, Ольгу Безденежных, прозаика, поэта, участника литературного объединения «Северная лира». Коля называл меня «мой гений». Все наши встречи с ним, все
прощание. Начинались «Привет, мой гений», «Пока, мой гений». Потом я придумала ему ответочку «Сам ты гений». И вот мы с ним на такой шуточной ноте всегда общались. Хотя гением-то, конечно, был он. Он вот из меня, я банковский работник, чиновник по своему образованию, и он вот мое увлечение, вот это сочинительством, он как-то смог извлечь и убедил меня, что все это можно показывать. Ну да, несколько моих стихотворений были где-то опубликованы, больше я практиковалась на поздравительных стихах по просьбам, но он мне вот, стал звонить, нужно стихотворение в газету «Морошка». А он такой был человек, ну, его невозможно было подвести, там, отказать, но надо стихотворение. Тут же я что-то находила, если не находила, я сочиняла, тот же на коленке, он знал, что я на коленке пишу стихи, ему это нравилось, он это называл коленотворчество, и говорил: пиши, у тебя здорово получается. И вот мы с ним, значит, так обменивались, и он ставил это в «Морошку», и вроде как убеждал меня, что это получается у меня. И однажды звонит и говорит: давай, сейчас я хочу весь номер посвятить свободе в любом ее проявлении, поэтому что-то надо, какое-то стихотворение от тебя о свободе. Ну, у меня не было ничего, я тут же сочинила о свободе, прочитала, думаю: о боже мой, куда это меня занесло, это невозможно никому показывать, и спрятала это далеко. А потом все-таки я достала это и на какое-то мероприятие, ну, наверное, на 1 апреля, может быть, я это прочитала со сцены, это стихотворение о свободе, которое получилось шуточное, и оно неожиданно Коле понравилось. И он вдруг мне на очередном мероприятии объявил: Ольга Безденежных, которая сочиняет юмористические стихи отличные, вроде как авансом мне. И потом мне говорит: пиши с юмором, это твое. Ну, а я уже говорю, я так к его слову относилась, но Коля сказал: я смогу писать юмором. И мне стало получаться писать с юмором. Но после этого еще вот, после этой свободы, ну, я, наверное, в конце это стихотворение прочитаю, с которого вот он меня на юмор благословил, потому что он меня и учил со сцены выступать. Я им завершу, сейчас не буду отвлекаться. И у нас с ним началось. Вот он мне давал какой-то, я не помню, кто это первый начал, но он мне давал слово, вот как он сказал, свобода, я написала стихотворение. Так он мне давал любое слово, а я писала на него стихотворение. Ну, любое абсолютно слово, я вот говорю: линолеум, там, родинка, автострада, и я писала стихотворение, меня так в такие дебри заносила вот эта моя фантазия, что получалось так смешно, весело и, в общем-то, интересно, и хотелось еще, и мы с ним так играли в эту игру довольно долгое время. И когда Коля уходил на СВО, я вот к нему пристала: скажи слово, а он вот так мне всегда эти слова так легко раздавал, а тут прям вот так как-то думал, и у него же такие мягкие губы были, он так сказал: сердечко. А он уже бритый был такой вот весь, и он сердечко, и он ушел. Ну, я тут же написал про сердечко, такое стихотворение, оно у меня так сложилось. И стала я ждать Колю, потому что стихотворение такое позитивное сложилось. Оно такое было какое-то кривое, такое нелепое. Ну, у нас у всех творческих людей, у нас какой-то есть вот портал в какие-то чудачества. Вот я убежденный человек в пророчестве стихов. Не всех, конечно, а вот, ну, есть такие стихи, которые вот оттуда сверху падают нам в руку, и кто-то пишет нашей рукой, и потом только сам читаешь, что написал. И вот это стихотворение было таким. Оно сложилось, я еще не знала, о чем будет там было, что это сердечко рисую на плакате за наших, и потом победа, накрытый стол, мы все радуемся. И я думала, все, оно так написалось, вот прям вот, все, будет хорошо, накрытый стол, победа, я жду Колю, все, потом говорят: Коли больше нет. Вот не поверите, вот мне не дадут соврать, вот до скандалов, до истерики я готова была драться, не может этого быть. И этого быть не может, я не могла верить, что Коли нет. Я до 8 июня, я не верила, потом, ну как же, думаю, у меня же написано, оно же вот все. И потом, когда мы сохранили Колю, я пришла домой, я открыла компьютер, я стала читать эти стихотворения.
И я вижу, а Коли нет в этом стихотворении. Вот его нет. Там, да, там победа, накрытый стол, все, но там такая строчка была. И снова засияют надежды и мечты. Все это будет, знаю. И фотка. Я и ты. Там была Колина фотография. И вот это вот не сам Коля, вот это вот какое-то вот предвидение, которое вот сама не распознала в своих строках. Вот это я такой что-то стресс испытала. Вот я не помню даже, как я из этого всего выходила. Я каждое утро начинала с этого ролика, когда Коля читает это орден, свое стихотворение. Каждое утро вот эти вот, я уже чувствую, я к 40-му дню уже подхожу и не могу от этого отойти, я не знаю, как снять этот стресс. И я вот эти вот стала читать нашу с ним переписку. А он такой был добрый человек. И вот эти все слова, так они проходили мимо. Я вроде привыкла, Коля всегда меня хвалит, все время все хорошо. А вот когда читаешь потом, каждое слово, оно так цепляет уже все. И я вот думаю, надо за что-то зацепиться. Я зацепилась за наши с ним секретики. И я на этом немножечко как-то вот у меня отпустила. И вот у нас с ним несколько было секретиков. Я даже вот, когда стала баллотироваться в депутаты, первую меня узнал об этом Коля. Муж у меня еще не знал. Я с Колей связалась. Коля, ты будешь моим ломом? Лом — это лидер общественного мнения. А Коля был безусловный лидер общественного мнения. И я ей сказала, если ты будешь, я пойду дальше. Мне надо список из 5 человек. Он сказал, Оля, я буду твоим ломом, давай. Прислал мне свои данные паспорта, и он был первым в этом списке. Все. Потом я читаю нашу переписку, и он мне, давай я буду носить твои агитки, давай я буду клеить твои листовки. Я ему, Коля, какие листовки? У меня листовок-то нету. Что будет, то и будет, Бог с ним. И потом читаю вот сейчас уже, я даже это забыла. Он пишет, я ведь могу помочь физически. Ну вот как он мог помочь физически? Но он такой был душевный человек, он так во все проникался. Он вообще умел каждому найти какой-то подход. У нас вот еще у нас был секретик, он мне говорит, давай ты будешь как мужчина писать эпиграммы для одной газеты. Он мне дал мужское прозвище. Я говорю, я в жизни не писала эпиграммы, давай это и получится у тебя. И я стала писать эти эпиграммы. Он мне говорил тему, я их писала. Там было про чиновников, про мошенников, про пандемию. Это был в период пандемии. И они публиковались, там вот это все. И настолько вот это вот все было. Ну, Коля как-то вот он понимал, что он мне потом на прозу больше переориентировал. И вот благодаря тому, что он вот посылал эти рассказы в Сыктывкар, даже мои рассказы увидели свет со страниц республиканского сборника «Белый бор». Вот для меня это было, конечно, огромной честью, но если бы не Коля, в жизни бы я их никуда, конечно, не отправила. И я ему за это очень благодарна. И Коле очень не хватает. И вот эта память о нем, конечно, огромная осталась. Все это я, когда мы его провожали, посмотрела, написала я тогда такую строчку в своем стихотворении. Медали, орден, фуражка, флаг, книги – все это память. Однако, вон ты, во взрослых своих сыновьях, чертами и жестами, копиях папы. Спасибо, что выслушали. Ну, я, может, даже не буду это стихотворение уже читать. Ну, хорошо. Ну, с чего оно все началось? Вот это вот стихотворение, которое на тему «Свобода». Мы с соседкой, тетей Машей, 6 часов упорно пашем. Плов, котлеты, заливное, что-то в чашечках грибное. Протираем, мелко режем, трем и пробуем на свежесть. Дверь закрыта, пот на лицах, в миску маслица струится. Наконец, штришок последний. Тут звонок звенит в передней. Надеваю маску счастья. Открываю гости, здрасте. Топот, шум, к столу движения, рюмка, возглас объедения. Снова рюмка, песни, пляски, торт фруктовый под завязку, пасашок и возвращение. До утра гостей вращенье, с мандарином, с виноградом, за шампанским сбегать надо, все довольны, сыты, пьяны. Не было лишь с неба манна, поцелуй на прощание, вновь быть гостем обещание. Дверь закрыла, прошептала все, свобода, и упала.
Спасибо, что выслушали. Спасибо вам. Наставничеством, особенно таким, Коль не ограничивался никогда. Очень часто школьники Усинска писали о нас, о поэтах и писателях, и сейчас пишут исследовательские, творческие работы. И вот одно такое воспоминание Натальи Михайлюк. Хочу вам рассказать про прекрасного человека. Еще в школьные годы я участвовала в исследовательской работе по литературе, и тема у меня была про усинского поэта Николая Николаевича Попова. Я брала у него интервью. Николай Николаевич оказался очень добрым, отзывчивым человеком. Он помогал мне красиво и грамотно написать мою работу. И даже присутствовал при моем выступлении. Он был со мной в классе как группа поддержки. Благодаря ему и этой поддержке я заняла 2-е место. И так всегда. Никогда не ленился прийти, поддержать, поговорить, обсудить, направить. Стихотворение Николая Попова из Усинска в Усинск читает студент отделения актерского искусства колледжа искусств Республики Коми Артем Лазарев. Как хочется отсюда убежать, чтоб через месяц с радостью вернуться туда, где стих рябиновый пожар, но где не стихли искренние чувства. Пройти с родной любящей женой дорогу безлиственной аллеи, скрипит земля иссохшую листвой, мы закружимся в лиственной метели. Здоровья всем, кто вышел на тропу, кто слышал звон от колокола храма, кто сохранил недетскую мечту пройти дорогой жизни без обмана. И север любит наш неупокой и отдает таежные богатства тому, кто верит в вечный круг земной, тем, кто готов к Усинску возвращаться. Мечтатели мечтаниями сильны. Нам край земли не кажется пределом. Идем за край, как севера сыны, и служим городу строкой, любовью, делом. Спасибо большое. Ну, кстати, о любви. Наверное, эту тему громко говорить мы не будем, но хочу сказать, что Коля умел любить и дарить свою любовь. Своей первой жене Ольге, матери 2 замечательных сыновей, Никиты и Егора. Кстати, Ольгу он тоже втянул в авантюру, она несколько лет была у нас в нашей литературной газете критиком. Наталье, 2-й супруге, которая в последние годы Колиной жизни подарила ему счастье, которая теперь заботится об архиве Колином, разбирает его безобразный почерк. Я думаю, что тебе тоже не везет в этом плане, да? У тебя тоже там остались архивы? У Коли был ужасный, честно говоря, почерк. Своим друзьям, с которыми ему было хорошо и спокойно, ну или нет, своей маме, Татьяне Вениаминовне Поповой. Но о том, какой Коля друг, говорить можно бесконечно долго. Он умел быть другом всем, но не каждому. Учились друг у друга многому, и плохому, и хорошему. У каждого из нас, из его друзей, есть своя история. И я хочу пригласить ко мне замечательного человека, поэта, член Союза писателей России Ингу Коробинскую, которая скажет несколько слов о том, как она знакомилась с Колей. И помнится, даже была какая-то история про бамбинтон. Внезапно. Здравствуйте, дорогие друзья. В первую очередь хочется сказать огромное спасибо Наташе Стикиной за этот творческий подвиг, за этот замечательный вечер, за то, что мы сегодня здесь все вместе. Пусть по печальному поводу, но, по-моему, мне кажется, у нас сегодня очень светлое настроение. Вот мы вспоминаем замечательного человека, смеемся. И, честно говоря, вот сейчас мы с Владом Сушковым сидели, он говорит: слушай, я только сегодня узнал, что он Николаевич. Вот я только сегодня узнала, что он Николай Николаевич, потому что для меня он всегда был Колей. И о том, что он старше меня на целых 7 или 8 лет, для меня это было откровением, я об этом узнала, в общем, тоже далеко не сразу. Честно говоря, вот сегодня ехала в Сыктывкар и думала, что же я буду говорить на сцене. Поняла одну вещь, что к таким вещам подготовиться невозможно, потому что
кем бы мы ни были друг другу, как бы мы друг друга там любили, не любили, были близки, не близки совершенно в каких-то отношениях, но подготовиться к тому, что ты будешь говорить какие-то добрые слова на вечере памяти о практически ровеснике, друге и творческом соратнике невозможно совершенно. Я вообще, так сложилось, я могу говорить о Коле долго. Вот. Это при том, что мы пересекались очень ограниченное количество раз, но у меня вот сейчас такое совершенно парадоксальное ощущение, что мы все время были на связи, потому что у Коли был совершенно фантастический дар. Он всегда был вовремя. И не просто вовремя, он всегда был вот в нужном настроении, вот ровно в таком, каком тебе надо. Об этом сегодня уже неоднократно говорили и Елена Васильевна Гапова, и Ольга Безденежных. Я думаю, что ларчик открывается очень просто. Дело в том, что Коля был просто очень добрым. Вот. И это действительно вот Божий дар, потому что это был солдат. Это был человек, который в жизни видел очень много страшного, который пережил смерть друзей, пережил столько вещей, после которых далеко не все остаются сохранны психически. Вот. А он не только оставался таким, но он умел действительно подобрать какое-то нужное слово, он умел быть другом, как правильно сказали, наверное, не для всех, но для каждого, для тех, кого он выбрал другом. И я горжусь тем, что мы дружили. Когда началась СВО, наверное, одной из моих первых мыслей действительно была мысль про Колю. Вот когда вот эти первые дни после 24 февраля схлынуло, наверное, вот это первое смятение, первый ужас, боже мой, что же началось, это же война, это там специальная военная операция, как ни назови, я начала думать о тех мужчинах, которых я знаю. Я поняла, что я знаю очень много достойных мужчин, потому что и в большинстве из них, можно сказать, что я не ошиблась, потому что среди моих друзей, моих знакомых, моих коллег очень многие ушли добровольцами или, по крайней мере, собирались, выразили инициативу уйти добровольцами. Я горжусь тем, что я знаю такое количество действительно настоящих, достойных мужчин, воинов. И совершенно правильно сказал Андрей Попов, что время, в которое мы живем, это действительно время переоценки ценностей. Для меня это так, это точно. И Коля, пожалуй, и Колина гибель, это, к сожалению, это то, что стало символом этого времени и вот этой переоценки. История, о которой говорит Наталья, на самом деле история потрясающая. Дело вот в чем. Когда произошло то, что произошло, я совершенно внезапно посреди прекрасного летнего дня узнала, что моего друга больше нет. У меня было совершенно потрясение, я плакала, это правда, это было шоком, это было очень больно. И потом появился вот этот Наташин пронзительный текст, в котором она упомянула множество Колиных друзей, коллег по творческому цеху, и там была в том числе я, и Коля сказал, что вот мы с Карабинской играли в бадминтон, и у меня было... Фраза была, простите. Так. Ты представляешь, я с самой Карабинской в бадминтон играла. Бадминтон, отлично. Точно с самой, потому что, видимо, я играла сама. Вот, то есть... Все, что я могла вспомнить об этом, я не помнила самого эпизода, и меня это очень сильно подавляло и угнетало, потому что, во-первых, мой друг, погибший на СВО, написал, что он помнил этот эпизод был для него значим, а я даже вспомнить, не могу. Вот, это во-первых. А во-вторых, я еще не очень старый человек, и я не могу вспомнить какой-то, фрагмент из своей жизни, да, это печально. Вот. И потом, когда уже прошло какое-то время, и Наташа пригласила меня на этот вечер, и она говорит: слушай, а ты помнишь вообще, как вы с Колей в бадминтон-то играли? Я говорю: нет. Она говорит: давай ты сделаешь вид, елки-палки. Я говорю: конечно, да, конечно, я расскажу, какой был замечательный солнечный день, как вот мы взяли ракетки. Вот. А потом она говорит: слушай, а Коле нравилось одно твое стихотворение, я вот сейчас не помню какое, но я тебе потом скажу, и ты его прочитаешь, тебе же не что? Я говорю: конечно, да. И она буквально через 15 минут пишет: голубятня. Произошло чудо, потому что я вспомнила, как мы с Колей играли в бадминтон.
И дело вот в чем. Это действительно было Лемье, это действительно была писательская дача. Никакой это был вообще ни разу не солнечный день. Было пасмурно, было так себе. Вот, но он сказал, слушай, пошли возьмем ракетки, говорит, тут, я, говорит, видел там, в общем, он все уже облазил, успел, значит, ну, как настоящий солдат разведал обстановку, говорит, здесь вот есть большая поляна, мы там никому не будем мешать, нам никто не будет мешать, поиграем в бадминтон. Я говорю, давай, пошли. Вот, и мы действительно какое-то время играли, потом, значит, я играю, надо сказать, неплохо, я его своими подачами, значит, загнала куда-то на границу района, и мы, значит, смотрим, а там такое прекрасное раскидистое дерево, и на дереве, не поверите, голубятня. Вот, и Коля такой, о, смотри, голубятня. Я говорю, Коля, это точно не голубятня, потому что такой большой дом на дереве, знаете, из, ну, типа таких, какие подростки строят обычно. Он говорит, да нет, голубятня, я тебе точно говорю. Я, говорит, сейчас лазю, все проверю. И он, значит, полез туда, смотрю, ну, палки. И я помню, что я вот стою внизу с этими ракетками, говорю, Коля, слезай, не испытывай мои нервы, ты сейчас долбанешься, я буду виноват. Он говорит, нет, подожди, я должен все проверить. Ну, в общем, вот он долез до верха, заглянул в этот домик, говорю, Коль, ну что там, как там голуби-то? Он говорит, голубей нет, говорит, но помета полно. Я говорю, все, облазил, слеза. Потом слезает и говорит, слушай, ну помет, говорит, не голубиный. Вот, я уже не стала уточнять. Вот, ну, в общем, вот такая была история. Слава Богу, что я ее вспомнила, потому что это действительно очень, очень светлое воспоминание. И оказывается, оно мне дорого. Кто бы мог подумать, что должно случиться, чтобы я это поняла. Ну а теперь стихотворение Инги Коробинской, которое нравилось Коле Попову. «Голубятня». Если что от меня и останется, не ищи. Вечность не стоит минуты сна, бесконечность шага. Помнишь белую голубятню? Вот от нее ключи. Будет легко — танцуй, больно — плачь, тяжело — кричи. Лихом не поминай, и вообще поминать не надо. Если что обо мне и спросят, скажи как есть. Мол, отошел на минутку к колодцу, сказал, не ждите. Там он, махнешь рукою за дальний лес. Вон до той радуги, после влево, потом окрест, и до самой весны, не сворачивая, идите. Если кого и возьму с собой, то тебя. В каждой строке, в каждой ноте неспетых с тобою песен. Кстати, от голубятни слева не вырывай гвоздя, просто, да мало ли, всяко бывает. Я, уходя, там оставляю ключи. Не вернусь, ну, другой повесит. Спасибо, друзья. Спасибо, Инга. Стихотворение как о Коле прям. Как бы не зареветь. А, кстати, была еще одна такая история, когда мы, будучи в Сыктывкаре, не помню уже на какое мероприятие, помню момент, когда ехали в машине, у нас было несколько человек, точно помню, что была я, водитель, Наташа Зонова и Коля Попов. Наташа Зонова сидела на переднем сидении, и она тогда... Мы ехали по вечернему Сыктывкару, причем что-то так было очень много огней, и она сказала такую фразу: «Я так люблю ночные города». Коля, да, это хорошая строчка для стихотворения. А давайте-ка все мы, кто здесь присутствует, напишем по стихотворению на эту тему. Наташа, по-моему, написала стихотворение, я не помню. Денис, не помнишь случайно? Не помнишь? По-моему, написала стихотворение. Я сочинила там же в машине, но, соответственно, его не записала, и пропало оно где-то там в вечности. А вот Коля написал. Мало того, что он его написал, из этого стихотворения еще получилась песня. Слова Николая Попова, музыка Валентина Черновицкого. «Время черновиков». Исполняет Оксана Володина.
люблю ночные города. Редеет гул машин в пространстве сером, а мы пьяны, кураж щекочет нервы, и кажется нетленною строка. Все потому, что ночь темна, и мы вдвоем идем, волнуясь, к первым поцелуям. Уже друг друга чуточку ревнуя, но завтра ты начнется новым днем. Судьба, она, как водится, слепа. И мы с тобой прошли сквозь сумрак слова. Страна нетленна, жизнь черновикова. Одна иду в ночные города. Настанет время для черновиков. Признание в тебе нальют мои страницы. Придет любовь, и ты мне будешь сниться. Ночный, она чудесней всяких снов. Спасибо огромное, Оксана. Много хороших людей было вокруг Коли и там, на войне. Мы, скорее всего, не узнаем их имен, кроме наших усинских парней. Но будем помнить по их позывным, которые Коля увековечил в своем стихотворении. «Стало жарко нынче на планете», читает Николай Попов. Стало жарко нынче на планете, Русь призвала лучших сыновей. Стали в строй, за родину в ответе, ястреб, крысь, пегас и воробей. Учат воевать исходную роду, разогнув крапива и диван, офицеры из морской пехоты, странник, клык, акела и туман. Учатся сержанты и солдаты, где всех война не мать родна. Вспомнили устройство автомата два майора, Вейга и Двина. Нелегко дается нам учение, отлетел приклад, калибр шла, но с утра поднимет настроение командирский крепкий русский мат. Скоро русский мат многоэтажный, понимать научится весь мир. Командира понимает каждый. Дава, Колобок, Казах, Башкир. На призыв ответили мы «надо».
проучить врагов, которые раз побежит в Вашингтон и НАТО, когда выйдет в поле с белым Марс. В спутнике холодная погода, но служить с друзьями веселей, и придут с победой из похода ястреб, рысь, пегас и война. В 2019 году, когда у Коли вышла вторая книга «Детство города», он написал в социальной сети ВКонтакте пост благодарности этому году, который закончил такими словами. «Спасибо, Господи, Тебе за талант, за созидающую силу, за людей, что рядом, за здоровье, которое не убивает алкоголь, за маму, что меня любит, пусть она будет здорова, за мою любовь, за веру в себя, за веру в то, что я делаю, за друзей, за самых красивых, умных девчонок, что меня окружают. Прости за высокомерие, за гордыню. Лет через много встретимся, и я объясню». Много не случилось. Случилось 3,5 года. 27 мая 2023 года Коля погиб на своей чужой земле под Херсоном. Как погибли там многие из наших ребят, которые считали, что защищать Родину – это не пустые слова. Есть ли жизнь после смерти? Однозначно да, пока жива память. А память о Николае Николаевиче Попове, Коле, Колясе, Коляне, Николеньке будет жить не одно поколение. Его жизнь и смерть будут обрастать легендами, а сам Коля теперь навсегда будет стоять там, за чертой, и смотреть на нас, на всех, со стороны вечности. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами. На этом все. Дорогие друзья, секунду задержу, хочу сказать слова благодарности. Это, знаете, когда так по-актерски на этом все, да, и забыла. Я сама лично хочу поблагодарить каждого из вас, кто сегодня пришел на эту встречу. Поблагодарить моих помощников, Леночку, Ивана, спасибо вам огромное. Поблагодарить журнал «Арт», Национальную библиотеку, всех сотрудников, кто был причастен. Союз писателей, всех моих друзей, кто сегодня здесь и сделали этот вечер. Спасибо вам большое. Отдельно Никите и Егору Попову. Никит, ты гений. И отдельная благодарность студентам колледжа искусств Республики Коко. Они убежали, да, уже у них выступление должно было быть 6, они так опоздали. Вот. Еще раз всем спасибо и низкий поклон. Союз писателей тоже хотел бы в свою очередь поблагодарить Наталью Стикину, члена Союза писателей России, за организацию всего такого памятного вечера. И я думаю, что не последнего памятного вечера в честь Николая Попова.